На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня на Красной площади в Москве прошел главный военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Напомним, что президент России Владимир Путин ранее отложил проведение парада 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации. В параде по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина принял участие президент Абхазии Аслан Бжаня с супругой. По предложению Аслана Бжаня в состав официальной делегации Республики Абхазия вошли депутат парламента Алаша Ашуба, бывший кандидат в президенты от Гурадзинба. До начала Парада Победы президент России Владимир Путин лично встречал глав государств, прибывших в Москву для участия в параде. Президент Аслан Бжаня от имени народа Абхазии поздравил Владимира Путина и всех россиян с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Глава абхазского государства поблагодарил своего российского коллегу за приглашение. Помимо президента Абхазии в праздничных торжествах приняли участие главы Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Сербии, Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Таджикистана. В Параде Победы приняли участие подразделения всех родов войск Вооруженных сил Российской Федерации, подразделения ФСБ, МВД, МЧС и других структур, курсанты военных училищ. Торжественным маршем по Красной площади прошли также представители Вооруженных сил Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Сербии, Индии, Китая и других стран. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Аслан Бжаня возложил цветы у вечного огня. Сразу по окончании парада главы государств переместились в Александровский сад. Они почтили память советских воинов, отдавших свои жизни за спасение человечества от фашизма. Затем в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне от имени президента России был дан торжественный прием. Президент Абхазии Аслан Бжаня преподнес в дар Владимиру Путину книгу-альбом о советском летчике Николае Сикове и летчиках, охранявших небо Абхазии от немецких бомбардировок в годы Великой Отечественной войны. Альбом был изготовлен специально к юбилею Победы. В рамках своего визита в Москву президент Абхазии планирует провести ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации. В часы проведения Парада Победы в Москве военнослужащие Южного военного округа в Абхазии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной Победы. Военнослужащие побывали дома у Григорьева Ивана Александровича, 1924 года рождения, проживающего в Гудауте. От лица командования военные передали ветерану именные подарки, продовольственный пакет и сувенирную продукцию. Во время просмотра прямой трансляции Парада Победы на Красной площади в Москве военнослужащие пожелали 96-летнему ветерану крепкого здоровья и мирного неба над головой. В беседе с военнослужащими Иван Александрович поделился своими воспоминаниями о тяжелой военном времени. Всего на территории Абхазии проживают более 50 ветеранов Великой Отечественной войны. Ни один из них не остался без внимания и поддержки со стороны военнослужащих российской военной базы. В Абхазии, как и во многих странах постсоветского пространства, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, должны были пройти 9 мая. Но из-за пандемии коронавируса они были перенесены. Поэтому торжественное заседание в Министерстве обороны, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось сегодня. Репортаж Налы Ковы.
Министр обороны Владимир Ануа поздравил личный состав оборонного ведомства. Он отметил, что сегодня, 24 июня, на Красной площади прошел военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И напомнил, что первый парад Победы проходил именно в этот день 75 лет назад. Владимир Ануа подчеркнул, что самоотверженное и беззаветное служение Родине ветеранов Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти потомков. Праздничном мероприятии в качестве гостей принимают участие представители Республики Абхазия во главе с главнокомандующим вооруженными силами Аслан Георгиевич Бжани. Памятники потомков навсегда останутся самоотверженные и беззаветное служение Родине ветеранов Великой Отечественной войны. В годы суровых испытаний тысячи наших соотечественников вместе с многонациональным советским народом совершили великий подвиг. Зампредседателя Союза ветеранов Великой Отечественной войны в Абхазии Закан Нанба отметил важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Подвиги наших соотечественников, как вот отметил министр обороны, порой меняли ход войны в пользу советских войск. Подвиги отдельных лиц меняли ход войны в нашу пользу. Вот такие героические поступки совершали наши соотечественники. В годы суровых испытаний наши соотечественники совершили великий подвиг. Из более чем 55 тысяч воевавших сыновей и дочерей Абхазии более 17 тысяч не вернулись домой, отмечали участники мероприятия. Юные курсанты зачитывали стихи, посвященные Великой победе над фашизмом. Затем собравшимся был продемонстрирован архивный фильм о праздновании Дня Победы. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Наала Кове, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сегодня в Сухуми прошел велопробег «Спасибо за победу». Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке посольства России, а также администрации города Сухум и Гулрыбского района. Репортаж Алики Трапш. Велопробег «Спасибо за победу» проводится уже 8-й год подряд. И, как отмечают организаторы, количество его участников с каждым годом растет. Цель акции – увековечение памяти погибших защитников Отечества и привлечение как можно больше людей к здоровому образу жизни. Нам важно помнить их. Можно помнить разными способами, да? И велопробег, один из них, он позволяет не только напомнить о тех трагических событиях, но также и это определенный образец здорового образа жизни. То, за что боролись наши деды. Они уж точно не хотели нам плохой жизни. Велопробег стартовал в 9 часов утра от дома Москвы в Сухуми. Маршрут велопробега несложный и доступен даже неподготовленным велосипедистам. Впервые участвую в этой акции, решил поддержать. Все-таки 75 лет Победы – это большой праздник, и нужно было это сделать. Приехали вот и как бы поддерживаем эту акцию. Считаю это очень полезным и правильным. Спортивно-патриотический характер этого мероприятия объединил школьников, студентов, работников различных организаций. Участвую впервые, естественно, не мог отказаться от такого приглашения. Переполняет чувство гордости за нашу страну, за Абхазию, за Россию. Как сотрудник посольства я просто не мог отказаться от участия в этом велопробеге. Я думаю, тяжело не будет, потому что уже некоторый опыт я имею. Тренировался здесь, в Абхазии, по горным долинам, так что, думаю, справимся. Путь велосипедистов лежал от Сухума до Гулрыбша. По дороге участники акции делали несколько остановок для отдыха. И затем снова в путь. Присоединяйтесь к нам. Больше людей, больше здорового образа жизни. Как настроение, ребята? Бодрые! Привет! Привет! Отлично! Ура! Спасибо всем! Участники велопробега возложили цветы и венки к братской могиле советских воинов в поселке Гулрыбш. Здесь хоронили погибших во время сражений на перевалах солдат. Затем колонна велосипедистов направилась к мемориалу погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии в селе Мачара. Акция традиционно завершилась возложением цветов к памятнику неизвестному солдату в Сухуме. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 45 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 5 находятся в Гудаутском госпитале, 32 выздоровели и 1 пациент умер. Сегодня премьер-министр Александр Анкваб встретился с министром просвещения и языковой политики Иналом Габля. В ходе встречи были затронуты вопросы начального и среднего образования в Абхазии, сообщается на официальном сайте Кабинета министров Абхазии. В частности, речь шла о необходимости разработки и принятия закона об образовании, актуальности создания национальной концепции развития школьного образования, о развитии общего образования, задачах воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях. По мнению министра просвещения и языковой политики, необходимо постепенно работать над развитием абхазского языка как с применением новых технологий, так и с использованием имеющихся классических инструментов и ресурсов. Сегодня Александр Анкваб также провел встречу с министром здравоохранения Тамазом Цахнаки, директором РУП «Абхазфармация» Рустамом Адлиба и представителями инициативной группы по созданию общественной организации «Диабетическое общество Абхазии». Людям с диагнозом диабет в рамках различных государственных гуманитарных программ полагается лекарственное обеспечение льготными препаратами, включая инсулины ультракороткого и пролонгированного действия, средства диагностики, глюкометры и тест-полоски, шприц-ручки, иглы и другие. Сбои в обеспечении инсулином нуждающегося больного и отставание от графика терапии больного сахарным диабетом может привести к серьезным осложнениям здоровья и сопутствующих заболеваний, выразили озабоченность представителей инициативной группы. Как пояснил министр здравоохранения Тамаз Цахнаки, в рамках госпрограммы по финансированию закупок препаратов по разным заболеваниям в 2020 году по линии больных диабетом было закуплено препаратов на сумму около 2 миллионов рублей. А в ближайший период будет реализована еще одна закупка инсулина на сумму в объеме 5 миллионов рублей. В продолжении встречи речь шла о пересмотре принципов оказания государством помощи больным диабетом, пересмотре списка необходимых предметов и препаратов льготного обеспечения, о вопросах обеспечения медицинских организаций, системы здравоохранения квалифицированными кадрами в области эндокринологии и детской эндокринологии. Подводя итоги, Александр Анкваб заверил представителей общественной организации в регулярном контакте с правительством. Почему приостановили программы кредитования для граждан? От чего зависит процентная ставка? В чем суть программы рефинансирования коммерческих банков? Как обстоят дела с присутствием наличных средств в стране? На эти и многие другие вопросы журналистов в пресс-центре АГТРК сегодня ответил председатель Национального банка Абхазии. Беслан Баретели также заявил, что несмотря на все сложности, связанные с пандемией, банковская система республики выстояла. С момента закрытия границы в конце марта и объявления карантинных мероприятий в Абхазии, закрытия рынка, магазинов и так далее, транспортного, общественного. Это все привело к паническим настроениям в обществе, и мы наблюдали небывалый всплеск снятия денежных средств банков. Это снятие со счетов, снятие с банкоматов. Мы только за один месяц, март 2020 года, обеспечили наличностью и выдали через банкоматы, только я не говорю о кассах банков, около 1 300 000 000 рублей. В апреле эта волна продолжилась, объемы сократились до 1 100 000 000, но тем не менее колоссальные суммы снятия были. И тем не менее в целом банковская система выдержала. Полностью пресс-конференцию председателя Национального банка Абхазии Беслана Баретели смотрите в нашей программе завтра.
Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» завершает ремонтно-восстановительные работы в рамках российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы. Так, в Ачимчирском районе была проведена линия электропередачи и установлены 22 новых трансформатора. Всего в районе инвестпрограммой были охвачены 14 объектов. Наша съемочная группа посетила село Чулов и Акваски. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Вот уже более года, как специалисты Ачимчирского филиала РУП «Черноморэнерго» ведут ремонтные работы по улучшению энергоснабжения района. В рамках инвестиционной программы на 2017-2019 годы здесь были определены 14 объектов. На одном из них в селе Чулов электриками проведена колоссальная работа по замене линий электропередачи. Проведены капремонт линий 0,4 и 10 киловольт. Объем составил линии 10 киловольт порядка 4 километров. Вынесены линии с очень сложных участков, недоступных для обслуживания. Данные участки создавали большие проблемы в зимний период, но и не только в зимний, в летний период. Провод был уже ветхим, опоры имели большой износ, часто падали. То есть при любом ветре, дожде были обрывы, отключения. На данном объекте также установлены 2 трансформаторные подстанции и заменено порядка 250 опорных столбов. Отреконструировано сетей 0,4 киловольта питающих абонентов порядка 6 километров именно в селе Чулову. Конечно, не все участки захвачены, село еще достаточно большое, имеет еще 7 районов, которые нуждаются в ремонте, в реконструкции, в перевооружении. В рамках переподключено около 100 абонентов, которые получили надежное электроснабжение в данном селе. По словам местных жителей, из-за плохого напряжения в сети у них часто возникали перебои в подаче электроэнергии, портилась бытовая техника. После ремонтных работ ситуация с энергоснабжением села улучшилась. Далее наша съемочная группа направилась в соседнее село. В Акваске проблема с энергоснабжением актуальна с 1967 года. Теперь, благодаря инвестпрограмме, этот вопрос решен. Здесь полностью завершены работы по капитальному ремонту электросетей. Установлено порядка 40 опор, а также новая трансформаторная подстанция. Количество абонентов у нас переведено на новые сети 25 абонентов. Всем заменены вода в дома. Общее количество протянутого провода почти 3 километра. Протянут провод СИП. Население, я думаю, достаточно довольно, поскольку получило стабильное напряжение 220 вольт. Таким образом, вся работа в Ачимчирском районе в рамках инвестпрограммы на 2017-2019 годы практически завершена. Сария Кварацхелия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В Сухуми открылся новый торговый центр «Натали». Магазин уникален богатым ассортиментом и наличием товаров по доступным ценам. На открытии торгового объекта побывала наша съемочная группа. Открытие торгового центра, где можно приобрести практически все для дома – большой подарок для жителей столицы. Задолго до того, как была разрезана красная лента, у дверей магазина собрались люди. Каждый из них хотел приобрести здесь нужную вещь – глиняная, стеклянная и фарфоровая посуда, различные столовые наборы с узорами, изделия из пластика, текстиль, аксессуары для ванной, инвентарь для дачи – это даже не весь список наименований широкого ассортимента магазина. В торговом центре всего 2 этажа, однако прилавки магазина радуют разнообразием товаров по приемлемым ценам. Практически сразу после открытия здесь появились первые клиенты. К открытию такого торгового центра предприниматель Нателла Тарба шла долго. Она руководит сетью магазинов «Тысячи мелочей» по всей Абхазии. Эта линия товаров славится разнообразием по приемлемым ценам. Но поместить весь ассортимент на прилавках одного объекта довольно сложно. К своей мечте построить торговый центр, в котором человек может приобрести все необходимое для дома, предприниматель шла почти 20 лет. Мечта моего детства была открыть в
в Абхазии магазин доступный всем нашим покупателям, чтобы они могли зайти в один магазин и приобрести для дома, товары для дома, все необходимое в одном месте. На втором этаже у нас находятся пластиковые изделия, контейнеры, товары для сада, текстиль находится, люстры, бытовая техника. В общем, я считаю, что все необходимое, что нужно для начала жизни для человека. И всегда рядом со мной были мои сестры. Как война закончилась, с первых дней вот мы все вместе рядом работали на рынке и в других магазинах. Любую работу выполняли. Все делали для того, чтобы достичь этой цели. И, конечно, рядом с нами стояли всегда наши дети. Сегодня хозяйки благодарны не только покупатели, но и местные жители. Предприниматель облагородила прилегающую к торговому центру территорию. Я от имени соседей хочу поблагодарить хозяйку дома Натали, которая сделала не только себе дорогу, и нам тоже, и устранила канализационную трубу, которую мы проходили 20 лет и не знали, как ее обойти. Так что удачи им в работе. Самый лучший, самый красивый магазин у нас в городе. Мы все соседи очень рады. Она очень добрый, благородный человек. Она всем, не то, что там в магазин прийти что-то купить, она всем помогает во всем. А то, что она сделала эту дорогу, я вообще была уверена, что эту дорогу вообще нельзя починить. Что вода никогда не остановится, та, которая текла, и мы обходили. Поддержать Нателлу Тарба и приобрести что-то новое для дома в торговый центр пришли и друзья. سقوي أخوي تزبنزر أرتي عزرتز بري أبشزرة سريس شخرزن إسزايقو تحت شو. В первый день работы центра покупателей порадовали не только разнообразием товаров, но и выступлением артистов абхазской эстрады. Торговый центр «Натали» «Тысячи мелочей» расположен по адресу город Сухум, улица Дзидзария, 76. Часы работы с 10 до 19:00, ежедневно без выходных. Гугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сейчас в нашем выпуске время оперативной сводки Министерства внутренних дел. В городе Сухум Данилян Леонид Рудольфович, 1969 года рождения, на приусадебном участке культивировал запрещенные к возделыванию на территории Абхазии растения мака и конопли. Сотрудниками отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по городу Сухум изъято 435 корней мака и 40 корней конопли. Также у Данилян установлен факт потребления опиоидов, за что подвергнут административному наказанию в виде ареста на 15 суток. Растения конопли обнаружены и изъяты на участке у дома жителя города Гагра, находившегося в состоянии наркотического опьянения каннабиоидами, Шапковского Руслана Николаевича, 1950 года рождения. 117 корней конопли, принадлежащие вышеназванному гражданину, содержали наркотически активный компонент. Шапковский заключен под стражу. 34 корня конопли, которые, согласно заключению экспертов экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии, являются наркосодержащими, обнаружены и изъяты во время обследования приусадебного участка, принадлежащего Джугеле Давиду Викторовичу, который задержан и водворен в изолятор временного содержания. Дополнительная информация в ходе расследования уголовных дел будет предоставлена в выпуске «Дежурная часть». О проблемах конного спорта Абхазии сегодня шла речь в Государственном комитете по делам молодежи и спорта. Репортаж Гугут Савардания. В начале встречи президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камли отметил, что несмотря на сложности, которые пришлось преодолеть организации, абхазские наездники добиваются неплохих результатов и сегодня с успехом выступают на ипподромах России. Нас уже знает большая Россия. Мы во всех больших мероприятиях принимаем участие и рады всегда нас видеть на российских ипподромах. Я думаю, и в этом году мы будем принимать участие на приз президента Российской Федерации.
Если проблем с участием абхазских конников в международных турнирах нет, то организовать соревнования внутри страны довольно сложно. Причина – отсутствие подготовленных команд и финансовых возможностей. Участники встречи отмечали, насколько важно развивать такое понятие, как национальный вид спорта. Выходим на чемпионат Абхазии с 3 командами. Ну что за чемпионат Абхазии, который мы проводим и показываем 3 командами? Почему? Потому что я сегодня сыграю, допустим, с Уктулом сыграю, а завтра надо будет мне с Лыхнинцами сыграть. Как мне две игры играть один против 2 команд тоже не получается. Вопрос организации внутренних турниров решаем. Главное – вести работу в правильном направлении, отмечалось на встрече. Ребята, трудности были 25 лет тому назад, когда Рафик Ампар и я после чемпионата Абхазии мы провели его за 100 тысяч на высоком уровне, и пешком пришлось нам прийти до Гудауты, автобус Панаам. Тогда были трудности, потом пошло нормальные у нас условия. У нас была даже в Тамыше конная спортивная школа, она исчезла. Мы просто разучились правильно работать. Участники встречи отмечали, что на данный момент в Абхазии нет общих правил и регламента конноспортивных соревнований, поэтому было решено заняться их разработкой в ближайшее время. Кроме того, в планах у организации провести в этом году несколько соревнований по конным видам спорта. Гугу Савардания, Налагухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. С ночи и до полудня дождь и, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 24-29, температура морской воды плюс 23 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.